Ё-моё. Вот. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня пятница, 21 ноября 2025 года. С вами снова я, Зуртан Халтаров, на волне ИМИ радио, авторская общественно-политическая передача «Когито Бурята». С нами гость, делегат съезда народных депутатов Сергей Власенко. Сергей, приветствую тебя. Я уже не депутат съезда народных депутатов. Я сказал делегат. Делегат съезда народных депутатов. А ты кто ты? Я же сегодня, ты слышал, я сказал, что все, я оттуда ушел. Ну, ушел так ушел. Всякое бывает. Сегодня ушел, завтра пришел. Завтра ушли. В общем, тут, как говорится, все то же самое, что в Рашке. Ну, в общем, смотри, Сергей, вот такая информация на этой неделе проскочила. Я вот не могу незамеченно ее оставить, так скажем, что там некоторые активисты, значит, языковые. Вот жалко, что они не национально-освободительные активисты. Ну, там, понятно, внутри Рашки, буритошки вот этого очень сильно боятся. Хотя, в общем-то, ну, максимум, что они могут сделать в Рашке, Ванюшке, это изговниться. Ну, вот что, собственно, и произошло. То есть, я это вообще называю friendly fire. Да? Ну, на территории этнической Бурятии произошел русский мир, в который раз, как говорится. Русский мир? Да, и вот меня еще удивляет вот эти вот людишки, которые, например, есть такая организация, такая ватников, засланных, антивоенных ватников. Там, значит, они вот этих всех, вот эту всю мразь люмпено-комбедовскую, ну, которая как бы после университета, знаешь, там нахватались этих вершков, как говорится. Ну, там за деколонизацию выступают, умными словами бросаются и так далее. Не знаю их сути, по сути дела. Но еще с самого начала, с момента, вот это было понятно, что это паркетная такая. Точно то же самое, как вот эти паркетники в этом... Комитет независимости Бурятии создали. Ну, то есть там одни бабы и, в общем, дети фактически, да, и потом оказалось, что один из там этих основателей, это, ну, просто там трак-драйвер какой-то, не пойми где учился, там вроде как даже, говорит, при 2 олимпиадах почему-то учился в БГУ, ну, победитель региональных олимпиад, но учился в БГУ, Бурятском госуниверситете. Тоже очень странно все это дело, да? Ну и вот такие активисты у бурят, короче, немощные фактически. И вот это лишний раз, в общем-то, доказывает о том, что вот они ходили там, значит, была у них идея, видимо, тоже поставленная там их кураторами, типа, давайте вот работайте на создание бурятской национальной гимназии в Иркутске. Ну, что такое Иркутск? Это оккупированное бурятское село. Подожди, Иркутская область, это разве Бурятия? Это этническая Бурятия. Это вся наша коренная Бурятия от Енисея до Амура. Ну, даже вот ты не знаешь, как и делегат.
Понимаешь? Причем И так не историю в школе изучали, все самое это чисто главное, Россия. что не знают про это Да никто не знает. местные, значит, отребья, которых вы, русские, выслали к нам туда, в Сибирь, ссылали всю вот эту нищету, отребья, люмпинов, воров, убийц. Иркутск долгое время был местом ссылки проституток. При Павле Первом он даже там, значит, специально учредил, чтобы иркутские проститутки ходили в желтых платьях. Ну, Понимаешь, и вся эта масса, естественно, она размножилась и расплодилась за бурятский счет. В мгм. счет бурят, потому что буряты все время были обязаны там, значит, вот этим колониальным властям сначала феодальные повинности нести, Мгм. потом, когда, значит, появился Спиранский, он придумал подушевой налог, который оказался еще более серьезным, значит, бременем, ношей для бурятской нации. И, ну, естественно, что вот среди так называемых западных бурят, в общем-то, зародился в том числе и большевизм, и социализм, и все прочее. И в основном выходцы оттуда являлись основными, значит, деятелями большевистской революции, большевистского переворота. Да, был короткий период, когда буряты вот эту всю мразь русскую чикали. Вот, и Ербанов, например, чикнул Колчака, один из тех, Не, ну который в Колчак него... был нормальный, он был Ну, против это России. нормально, это позднейшая пропаганда. Ну, в общем, чикнули его именно вот по таким же причинам. Я думаю, что Колчак, он бы тоже так же Ну, сидел, как эти бабы вообще-то на считать, видео, что... и так бы сказал, вам не Подожди, положено, вообще-то бурятам, считать, что его национальная большевики гимназия. убили. Конечно, его же, ну, его, во-первых, он был дурак, его предали все, Ну да. потому что, ну, а что с дураком делать? Ну, у него, видимо, был какой-то спектр аутизма, я так думаю. Ну, и от него избавились, и, в общем, проблем никаких не было. То есть, все, кому надо, поимели с него, как говорится, свалили в свои Шанхаи, там, значит, и, значит, всякие Австралии, и Иерусалимы и так далее. Ну, то есть, и чехи его поимели, так что все нормально на самом деле. Я вот говорю, что был такой период, но он куда-то вдруг пропал. Куда-то вот такая, знаете, Мгм. борьба за национальные интересы очень сильно пропала. И большевики этим же подкупили бурят, что вот мы вам сейчас республику сделаем, там все прочее. Ну и, в общем-то, ленинская политика, она же ведь правильная была, потому что как можно было защитить... Выключи, пожалуйста. Мгм. Как можно было защитить бурят от великорусского шовинизма? Ну и вот сейчас мы видим вот на примере вот этих теток, вольготно там сидящих, значит, развалившихся в креслах, и вот эти глупые активистские. Я думаю, что это все разыграно, конечно, потому что одна сторона одной организации шептала на ухо этим активисткам, ну, чтобы они облажались, понимаешь? То есть вот это вот лишний раз доказывает, что вы ничего не можете. И сейчас какой-нибудь Цыденов придет, знаешь, там какие-нибудь местные власти, они выскажутся, да вот неправильно, да этот департамент, значит, образования города Иркутска разогнать, сейчас там начнутся проверки коррупционного характера. Я-то понимаю, почему эти девки, тетки вот эти, да, из департамента, они не захотели там какую-то бурятскую гимназию делать. А почему? Потому что это же чисто такая тема. Ну, вот представляешь, ну, ты как знаток русской коррупции понимаешь, да, то есть, что у них там все повязано, все связано. Все школы отчисляют в департамент, там при департаменте вьется там, значит, многочисленная родня, которая кормится со всех этих подрядов вокруг вот этих всех школ. И вдруг надо будет целую школу пускать бурят учителей. Туда же пойдут все буряты-учителя, короче, в национальную гимназию. Это своих бурят учить английскому языку, французскому, там, значит, Бурятскому. немецкому. Ну, понятно, что там большая часть преподавания будет на бурятском языке, да. То есть людишки вот эти вот активистки-то, они не понимают, на что надо было давить. Первым делом нужно было расследовать коррупционные связи, которые существуют в этом департаменте в Иркутском. То есть вот как бы я поступил. То есть надо подготовить почву в первую очередь. Во-первых, замусориться. Ну, то есть взять парочку активисток, значит, и те, которые будут прям систематически всем бурятским родителям говорить, требуем язык бурятский.
И вот этот департамент, в том числе, он будет отвечать, что вот у нас нет возможности, пятое, десятое. То есть надо накопить 200-500 заявлений от этих бурятских родителей, да, накопить у себя конкретно. Ну, то есть просто подговорить всех этих родителей, мусориться, писать заявление в прокуратурку. Прокуратурка, конечно, будет говорить о том, что да, вот конституционные права ваши нарушены, пятое, десятое, там, ну, какие-то отписки будут давать, а может быть вообще будет говорить, вам не положено, потому что вы вне республики. Ну, как вот они там отвечают, да. Но это, мягко говоря, ответ очень юридически несознательных людей. То есть мы видим, на какие точки нужно давить, да. И первым делом подготовка нужна была быть такая, чтобы выявить все коррупционные связи этих теток, которые там сидят. И, как говорится, в случае каких-то поползновений, да, предъявить им. И они не хотят, естественно, бурят пускать в этот и в их внутренний дворик, так скажем. Потому что если национальная гимназия, соответственно, это дополнительные ставки для бурят, для бурятских учителей и так далее. То есть они говорят так, эти активистки, они хотят, чтобы была какая-то школа, значит, и в которую, значит, мы эту школу переделаем под национальную бурятскую, туда засунем всех бурят Иркутска, и, соответственно, все буряты Иркутска будут получать, ну, очень хорошее образование на уровне физмат-школы, понимаешь? То есть тут появляется, собственно, и неравенство, потому что буряты хотят учиться в хорошей школе. А бурятский язык это так, ну просто я считаю, что это проформа на самом деле. То есть, ну как, потому что они же хотят национальную гимназию создать. И вот на это просчет. И эти-то понимают, что сейчас мы в Иркутской области создадим организацию, школу, которая будет работать на экспорт бурят за рубеж. Понимаешь? С очень хорошим школьным образованием, а буряты обязательно добьются того, чтобы там буряты преподавали бурятам, в том числе на бурятском языке, и будут готовить бурятские кадры под иммиграцию. Понимаешь? И одновременно с административной вот этой коррупционной точки зрения эта школа им будет портить, потому что там же вскроются эти сразу схемы, то есть там же все как говорится, повязаны между собой, и тут надо пускать новых людей, которые могут сказать, что, ребята, а мы на эту коррупцию не согласны. Понимаешь? Та, которая существует. И вот эти бурятские активисты, они пошли по неправильному пути. Ну, им так подсказали, вроде в этом районе действуйте, упретесь рогами, и мы там вступим, да. Сейчас вылезут какие-нибудь депутатики, там уж сенатор от Иркутской области возникнет вдруг. И вот этот департамент раскулачат, короче, понимаешь? Ну, для вида. Ну и скажут, что вот да, там выскочут, значит, вот эти, значит, бойцы СВО, так называемые, тоже там свое веское слово скажут, что... Ну, а еще фамилия-то у этой Головко не абы какая. Понимаешь? Вот это тоже колонизаторша, вот оттуда, с этих еще потом обнаружат, что она с какого-нибудь Запорожья или с Харькова. Понимаешь? Ну, то есть... Не-не, и действительно, я вот помню историю, когда мне там... Ну, такая шапочная знакомая, мы с ней училась, забыл, как ее зовут. И она это, ну вот мы в детстве росли в Якутии, значит, там самые нацисты это были как раз выходцы с Украины, короче, которые там нам жизни не давали. Но я говорю, охотно верю, но жизни-то они не давали не потому, что вы там азиаты были, а потому, что вы были им конкурентами. Понимаешь? Ну, за северное и за все прочее, короче. Ну, естественно, что они так себя вели, потому что они хотели быть русскими тогда, понимаешь? Вот эта масса. Ну, то есть она вот этой тонкости-то не понимает, что они себя считали русскими и вели с нами как русские, хотя они будут, ну, всякие на ко, там на эти, как его, на всякие такие фамилии, да, ну, украинские чистые. И поэтому, ну, ничего удивительного нет. То есть это советский нацизм такой был по отношению, в том числе, к бурятам, якутам там, и так далее. Хотя якуты тоже бурят не особо-то сильно в Якутии жаловали, потому что, ну, вы такие же, они, как говорили, уже такие же азиаты, но вместе с этими нас обижаете там в Якутии. И в этом отношении, конечно, в Якутии национальное вот это естество, оно гораздо выше поставлено, да, ну и потом национальное там еще насчет там, десятки тысяч стволов, потому что без охоты там не прожить в тех местах у населения. И я вот говорю, что буряты, к сожалению, выпустили вот этот момент, когда надо было вооружаться в 90-е и 2000-е годы, когда можно было уже сейчас там у каждого арсенал по 10 стволов был. Вполне официально разрешенных для охоты.
понимаешь, там охотничьи группировки можно было создавать там и так далее, регулярно в неделю ездить там стрелять по банкам, там по, значит, мишеням, тиры свои сделать в каждом селе, понимаешь, пулевую стрельбу начать развивать там, значит, стрельбу из пистолета и все прочее. Ну, а сейчас в итоге, как ты считаешь, вот это с чем вообще связано? С тем, что неправильно проект подготовили эти активисты? Или это просто они наткнулись на то, что за 3 года войны Путин снова, значит, переоткрыл, так скажем. Что переоткрыл? Ну, вот этот великорусский шовинизм снова повылез со всех этих как его, щелей. Да нет, шовинизм был и есть. Никуда он не повылез, он как такой и был. И будет вплоть до развала Рашки. Да, а то, что ты говоришь, эту бурятскую эту школу открыть хотят. Национальный лицей. Национальный лицей, это очень хорошо, но к этому надо, конечно, готовиться хорошо. Надо, во-первых, обстановку знать в Иркутске, вообще какая она. У русских по отношению к бурятам, у бурятов по отношению к русским. Вообще их, так сказать, их жизнедеятельность узнать, кто чем дышит. И делать не просто от фонаря открыть школу, вот мы хотим, а надо посоветоваться с тем же бурятским народом, с той общественностью бурятской, которая там есть. И спросить у них совета, потому что они все-таки этнические люди, как лучше организовать этот национальный учебный центр. А просто от фонаря его делать? Ну, сейчас пошлите меня в Иркутск, я буду организовывать бурятское. Не, ну почему от фонаря? То есть есть еще в советское время подобие там бурятских национальных интернатов, где совмещали проживание плюс обучение на бурятском языке, но это для галочки делали, для того, чтобы в ООН отчитываться о том, что, ну, вот посмотрите, мы даем бурятам образование, а вы в Америке, типа, индейцам не даете образование, ну, да? Вот точно так же может быть и то, что сейчас, вот ты говоришь, эти, кто там, правозащитники или кто, хотят организовать лицей этот. Не-не-не, это активистки какие-то. И я считаю, что... Активистки, они русские, бурятки? Ну, как тебе сказать, бурятки, конечно. Какие русские, Не, ну особенно в этих регионах, подожди, будут ратовать за бурятские... Одни бурятки, Не-не-не, у нас даже... Бурятии, а другие буряты, которые живут здесь. Вот ты Нет, у нас, ты понимаешь, почему ты считаешь, что буряты только в Бурятии живут? Нет, я так не считаю. Этническая есть... Бурятия разделена на 3 региона, которые захвачены и колонизированы русней вонючей. Но есть буряты, которые в Бурятии, они буряты, а есть буряты, которые живут на Волге, а обрусевшие в доску. Так есть и обрусевшие буряты в Бурятии, я вот до этого ролик опубликовал там с одним казахом и с одним провокатором. Но, видимо, одна и та же методичка, когда-то давным-давно скормленная где-то. И, в общем, судя по всему, примерно люди одного психотипа такого, знаешь, не очень далекие, не умные, но у которых вот эта речеэмоциональная, значит, центр в мозге там растренированный, вот они там, значит, могут всякую чушь нести. И в их вот понимании, в их вот этих куцах мозгах-то это очень все у них здорово получается. А тем более, если у них есть, идут за их контент там всякие донаты, то вот есть всякие там трэш-стримеры, которые водку пьют, например, дерутся на стримах и так далее. Но, конечно, они будут постоянно драться и пить водку, потому что им прилетают на это деньги. Собственно, они создают такой контент. Ну и вот такие дурачки тоже есть, которые там, значит, вонюшек там и в хвост, и в гриву, как говорится, нахваливают и так далее. При этом, в общем-то, не то чтобы унижая, а, в общем, все достижения бурятского народа, ну, в общем-то, считающие абсолютно нелепыми какими-то. Но это очевидно, потому что они всю жизнь, и даже поколениями, там, может быть, третье, может быть, пятое поколение, жили за счет того, что обслуживали, понимаешь, это вот была такая обслуга, как бы, которая всегда свой кусочек имела, ну, как вот, знаешь, собаки. Есть волки, которые живут в лесу и вынуждены сами, ну, как бы, валить там крупных зверей, а есть собаки, которым там с барского стола обедки достаются. Вот это вот типа собак. Короче, таких собачек, которые там мелкие,
мерзкие, значит, гавкают громко, понимаешь, их никто не любит на самом деле. Ну, вот они такие существуют, там в основном там так называемые эти, как они называются-то? Ну, есть такие вот эти мелкие собаки, эти, Ну, мосечки, да. да, их женщины там, в общем, собака-компаньон называется, короче, ну, что-то типа такого. И поэтому я говорю, что бурятские активисты, они должны быть волками. И в этом Вот об и этом вот в я этом говорю. отношении видишь, то есть они пробуют, значит, какими-то законными методами и так далее. Но я опять же считаю, что это Ну, все только срежиссировано, законы, да. потому что понятно, что количество бурят, проживающих в Иркутске, достаточно для того, чтобы организовать, во-первых, гимназию, во-вторых, даже университет свой надо делать. Столько много Тут, там бурятов живет. В ну, Иркутске? конечно, ну, достаточное Не, ну там количество для того, население, чтобы... наверное, всего 1200 в Иркутске. Нет, ты что, Иркутск, по-моему, если не ошибаюсь, 700 или 800 тысяч. Сейчас даже прогуглим. Да ты что? Но я в свое время, знаешь, написал, что Иркутск это самое бурятофобское скопище быдломасс. Это было такая вот Разных прямо. национальностей. Ну, то есть быдло массы. И я тоже двигал вот такое направление о том, что вообще вся русская колонизация Сибири, она шла через быдлизацию. То есть в буряты они не русифицированы на самом деле, большей частью, а они именно быдлифицированы через вот это быдло, которое в разные эпохи к нам засылали. То есть это скот фактически, да, ну, с польского, со старославянского быдло это скот, да, ну, что-то вот связанное с животными, с тварями. И естественно, что они, вот эти твари, быдло, массы, которые были насильно часто вывезены в Сибирь и на Дальний Восток, да, в том числе и в советское время, они вот это отношение своих русских начальников, своих русских господ, они транслировали на местное население. И Ну, вот это естественно. производило тому, что, естественно, что часть бурят, она быдлифицировалась, становилась просто, ну, подобная русскому быдлу, и до сих пор ее очень много. Другая часть, действительно, в основном в советское время, она подвергалась русификации через школы, через университеты, там, через какие-то другие институты. То есть в этом отношении мы сейчас расплачиваемся за свою, так скажем, пассивность, потому что отсутствие национальной идеи и отсутствие, в общем-то, национальных лидеров сейчас и в 90-е годы, это же неспроста возникло. То есть русские фактически на единственном народе, вполне возможно, что в России больше таких народов не существует, потому что вот, ну, например, чуваши, которые подверглись русификации через церковь еще там в середине 18-19 века, да? Почему? Не, еще при Иване Грозном. Нет, там это понятно, но основном русификация была вот там какой-то был такой поп Преображенский там или еще кто-то, вот они начинали эту русификацию в 19 веке. И вполне возможно, что большую часть элиты они русифицировали еще до революции. Но вот эта русифицированная элита, там в третьем поколении, как раз пришедшемся на 30-е, на 40-е годы, она наоборот очень сильно законсервировала, она сумела создать свое даже русифицированное чувашское самосознание, и поэтому чувашей больше, чем бурят. И в плане держания, так скажем, национальной инициативы, национальной идеи у чувашов все прекрасно. Понимаешь? То же самое, вот, например, с теми народами, которые, ну, как бы подверглись русификации финно-угорские, внешне, так скажем, а генетически нет. То есть районы были настолько, ну, суровые для жизни там и так далее, что выжили в итоге гены только финно-угров. И сейчас, куда ни ткни, весь север это, там есть, конечно, русские, живут и так далее. Они, может быть, даже в смешанном там состоянии находятся, но победила именно вот эта природная финно-угорская, так скажем, смекалка, выживаемость и так далее. То есть сейчас, если самосознание у них проснется финно-угорское, да, там под действием финнов, там, я не знаю, других более крупных финно-угорских народов, то конец-то может быть как между молотом и наковальней. Наковальня это Кавказ, а молот это финно-угорский. И тогда весь вот этот, значит, русский мир, московский мир может сжаться под воздействием этих двух сил. Что вполне очевидно. Но бурят, поскольку, нет национальной идеи, мы про это проговаривали, соответственно, у них нет
значит, я вижу по вот этим, по дурацкому бездействию этих активисток, да, что не подготовлена почва. Что нужно было на каждую вот эту бабу, которая там сидела, иметь компроматик. Раз. Во-вторых, нужно было иметь кипу документов через прокуратуру созданных. Возможно, даже через Верховный суд и так далее. В-третьих, почему нет, когда объединяли Иркутскую область и Усть-Орду, да, почему законодательство касаемо бурят, как первородных коренного населения Иркутской области, то есть нас фактически там, вот эта руснявая, значит, колониальная масса, она трактует как каких-то просто пришельцев. Вот у вас там есть республика, едьте туда, сделайте там школу. Вроде в республиках есть такое законодательство. А почему в Иркутской области такого нету? Ну вот мы когда говорим, и я вот обращаюсь, например, к той же госпоже Гармажаповой, которая за федерализацию. Ну вот ваш проект федерализации, вот он так будет. А они, вот эти хорошие русские, они же Навальный и все прочее, они же тоже хотят ликвидировать национальные республики. Как там всякие представители, значит, из этого, как его, из съезда народных депутатов. Ну, я вот представляю, то есть, допустим, вот, представим, что съезд народных депутатов там скинул Путина, значит, на них ставку в Евросоюзе и в США поставили, значит, Илья Пономарев возглавляет, значит, правительство переходного периода Русской Республики и так далее. Ну и дает гарантию там, значит, о проведении референдума, например, да? Допустим. Ну и вот так вот произошло, что там, допустим, создалась Русская Республика, короче, все республики и другие исчезли, короче, и вот что, и то же самое будет, как вот мы сейчас наблюдаем. С другой стороны, еще меня что порадовало, вот этот ролик, он сейчас вирусную, значит, приобрел известность, там подхватила Лига свободных наций, украинцы грамотно там все состряпали, короче, сейчас по всем этим социальным сетям этот ролик летает, о том, что были поползновения, да, укрупнения регионов. И вот обыкновенно мелкая чиновница из департамента образования города Иркутска по фамилии Головко заявляет, что никаких вам национальных гимназий. Вот если республику ликвидируют, то, соответственно, никаких гимназий не будет. И тут даже не вопрос в том, что там как-то язык учить, там 5-10. Тут вопрос в ставках, что бурятских учителей просто уволят. А особенно учителей бурятского языка. То есть их сначала готовили, то есть заставляли идти на курсы, значит, заканчивать университеты, значит, педагогические для того, чтобы получить образование в области преподавания бурятского языка и литературы, например, а потом им говорят, что мы вам отказываем в работе вообще. Понимаешь, вот такая логика. То есть мы сначала конституционно гарантируем вам права касаемо вашего языка и все прочее, короче, а потом мы их отнимаем. Я вот спрашиваю вот этих, значит, федерализаторов там, или сторонников русского мира со стороны вот этих бурятских организаций, а что вы на этот счет ответите? Что вы опять пукнете там где-то в интернете или раздражитесь? Или какие-то конкретные методы? Я вот, например, конкретный метод предлагаю. То есть, если не проходят вот эти, ну, мирные, так скажем, там, пикетирования какие-то, протесты и так далее, вот мы установили, что есть такая, так скажем, триада, можно так сказать, протеста. И вот надо уже выходить на вооруженные способы борьбы. Соответственно, я предлагаю, значит, бурятским активистам просто прийти вот в этот департамент и конкретно у госпожи Головко спросить, а что это она там нацизм развивает, короче. Грамотный юридический ответ давайте, на каком основании, а не так просто бросаться словами этих дурочек, этих активистов абсолютно глупых и тупых, значит, позорить вот перед камерами, телекамерами там и так далее. Я считаю, что уже нужны силовые методы применять для того, чтобы, значит, определенные лица, значит, среагировали на этот счет. Потому что, видимо, буряты мало взрываются, значит,
каких-то местах. Ой, я сказал, взрывается, извиняюсь, нет. Ну, видимо, эмоционально взрываются, я имею в виду. То есть вот скандалов не устраивают, знаешь, там. Тротиловые шашки не бросают. Ой, я сказал тротиловые шашки, я перепутал. Наверное, что-то другое бросают. Цветы, например. Или там еще что-то другое. Ну, видимо, мало, да, то есть тех жертв, которые русские. Ну вот, а что вы хотите? Ваe Victis, это вот как в Древнем Риме, да, горе побежденным. То есть вот наша партия, бурятская национальная, партия бурятского национального возрождения, она четко говорит, каждый бурят должен признать, что мы сейчас находимся под русской оккупацией. Не в какой-то федерации живем, что мы проиграли свою войну вот тогда, там, 350 лет назад, о которой Хомутаев там пишет. Понимаете? Мы эту войну проиграли, и теперь это, вот все, что он с нами делает, это следствие вот этой проигранной войны. И поэтому, когда сейчас вот какие-то там горячие головы там говорят, что вот там украинцы правильно говорят, до победного конца, до освобождения последнего квадратного сантиметра украинской территории. Только так. С войнушками можно только так. Не давать слабину. И вот все, что с бурятами происходит, и вот это вот то, что загребают огромное количество бурят там под видом, да, это сейчас там исследовано и так далее, что это действительно создаются условия, когда бурятский мужчина вынужден записываться на всякие контракты, погибать и так далее, в надежде на то, что его семья, его дети получат какие-то выплаты, которые стремительно обесцениваются в связи с тем, что экономика Рашки скоро вообще в тартарары улетит. Да, то есть вкладывают вот в эту недвижимость никому не нужную, хотя надо вкладывать эти денежные средства в эмиграцию. И я почему призываю всех бурят в Соединенные Штаты эмигрировать и так далее? Потому что первый тезис. Скорее на свободных электоральных выборах президентом США станет бурят, нежели чем он станет президентом или возглавит регион вот в этих вот, в нашей бурятской, в нашей этнической Бурятии. Это раз. Второе. Национальные гимназии, национальные, значит, какие-то образования и школы, они гораздо более эффективно будут работать в Соединенных Штатах Америки, нежели чем вот в Рашке. Потому что, например, ну я знаю, как дезорганизовали работу бурятского национального лицея в Улан-Удэ. Ну просто там все разворовали, все создали коррупционные схемы, короче, образование шло на русском языке. В итоге люди, которые туда приезжали получать образование на бурятском языке, они русифицировались там. То есть вот этот как бы бурятский национальный лицей, который хотели создать в Иркутске, да, то есть войнушки сами себе как бы, ну, могилу роют, да, ну, допустим, они говорят, ну, да, мы вам дадим. Так это же был бы мощный такой центр по русификации, понимаешь? То есть они бы там русифицировали просто остатки бурят. Но шовинизм вот этих вот, это в Иркутске известная тема, ну, раз это самое бурятофобское скопище быдломаз, да, они там очень чванливые такие, знаешь, то есть сами беспородные, большая часть там, 99,5% вонюшек, которые в Иркутске, они там чуть ли не себя считают, каждый чуть ли не дворянин какой-то. Хотя это все беспородное, вся эта мразь с центральной России, все это отребье, которое в то или иное время туда было выслано. Самое примитивное, да, это там с Беларуси полно этой, значит, этих безземельных крестьян, там, с Запорожской, с Харьковской области, там, и так далее. В свое время в Столыпинскую реформу туда вот это отребье напихали. С Польши даже есть там одно село с такими же польскими быдланами. Ну и вот, и буряты вот как-то вынуждены были сосуществовать вот с этой массой, да, все время принимали это все дело и не отстаивали свои интересы, ну потому что земли много было, и все время бурят отселяли. Сейчас там буряты живут в самых очень плохих, малоплодородных землях. А там, где они живут в хороших землях, это как было до сих пор? Потом и кровью, взятками, очень большими взятками. Понимаешь? И пора, и, конечно, вот проблема случилась в советское время, когда вот Республику Бурятия создали, началась внутренняя эмиграция с наших бурятских регионов. И она продолжилась в 2000-е годы.
значит, даже в большей степени. И в самой Иркутской области, там, ну, по подсчетам, значит, русских статистов, живет 75 тысяч бурят. А раньше жило почти там 150 или 200 тысяч. А если бы не Столыпинские всякие реформы, бурят бы было там 2 или 3 миллиона. Ну, так бы размножились, потому что... И вот когда Столыпин эту Транссиб-то строил, не Столыпин, ВИД-то начал строить и так далее, они прекрасно понимали, что если они сейчас не построят и не заселят Бурятию этническую вот этим отребьем, бурят станет очень много. И прав Руслан Габасов, когда он говорил, что башкиры защищают еще и численность населения. Конечно, меня могут критиковать, вот ты там призываешь, там, наоборот, еще больше бурят вывести. Я говорю, мы спасаем, потому что сейчас очевидно уже стало, что путинский режим, он ультранацистским стал. Понимаете, и даже вот такие вот видео, да, они стали возможными, когда хамски абсолютно без какого-то конкретного, значит, ну, то есть, что чиновник должен? Он должен решать вопросы, решать проблемы, да? А тут он говорит, а мы не будем делать. А вы что, цари, что ли? Или кто там, чиновники-то? Что это вы там решаете, что ли? Там надо говорить, что говорит закон. И вы должны же подсказать, как этот закон изменить для того, чтобы данный вопрос был решен. Так чиновник должен работать. Ну, а поскольку, видите, буряты, уважаемые, там среди активистов мужиков-то нет, ни одного я не видел. Понимаете? Ну, вот надо что-то, видимо, такое очень серьезное, жесткое делать, короче. Там в этот департамент зайти, ну, допустим, с канистры бензина, короче. Зайти в кабинет к Головко. Это уже экстремизм. И напоить ее, отмыть ее просто вот это сальное свиное морду вот эту, просто отмыть от грязи. Промыть ей рот вот этим керосином, короче, чтобы она такие грязные слова не говорила. Какой экстремизм? Умыть ее просто-напросто, чушку эту сраную. И вот в этом отношении я считаю, что, конечно, слабовато. Слабовато. И вот женщин на такое пускать, короче, потому что этим вопросом должны, конечно, мужчины заниматься. Особенно вопросом гимназии и так далее. Ну, мужички слабоваты, видишь, вот наперед пускают глупых женщин, короче. Ну, в итоге так и получается. Как и получается. Потому что, я говорю, без подготовки такие вопросы, особенно в русском шовинистическом мире, в котором буряты, ну, может быть, сейчас условно считаются гражданами России, а так вообще, ну, считается хуже, чем даже мигрант нас трактует там, понимаешь? И я более чем уверен, что в скорости там появится какая-нибудь узбекская гимназия, там каких-нибудь, я не знаю, там кыргызская, или там, например, северокорейская какая-нибудь гимназия. А буряты так и будут сидеть, довольствуясь малым, так скажем, не высовываться. Я говорю, что сейчас такое время, что вот эта политика, выработанная путем страданий, путем уничтожения нашего народа, она уже не работает. То есть надо уже переходить к другим методам политической борьбы, так скажем, да? Поэтому, друзья, пишите в комментариях, что мы можем сделать с департаментом Иркутской области по образованию в течение нескольких буквально месяцев, а может быть дней. Давайте подумаем, дорогие друзья, что можно сделать. Ну, что ты думаешь, Сергей? Ты же собирался это все из-за Путина все это происходит. То есть при великом демократе-президенте Навальной или Навальном такого бы не произошло. Нам бы обязательно разрешили национальную гимназию. Или как ты думаешь? Нет, при Навальном бы разрешили, конечно, об этом и речь. Там бы никто и даже не придавал этому значения. А вот... И бюджета бы выделили, да? Нет, бюджет, насчет выделили бюджет, это вопрос совсем другой, сложный. Вот. Что я хочу сказать? Что нам делать-то бурятам сейчас? Вот этим активисткам бурятам, что делать? Активисткам ничего не делать, потому что они ничего... Эмигрировать. Они ничего не сделают. Ага. А самим бурятам этническим, иркутским, вместе с бурятами... Бурятскими создавать все, что они хотят, все создавать, я считаю. Все изучать. Ну, в общем, нам надо давить вонюшек в Бурятии, короче, да, начать давить. Да.
открывать Надо делать больше все, что бурятских национальных школ, короче. Ну вот я не знаю, как там наш глава Бурятии Цыгенов. Он же вот Единая Россия. наполовину бурят, короче, а наполовину не бурят. И он как там у него Россиянин, что ли? внутренняя борьба будет? Не будет у него никакой внутренней борьбы. Ага, ясно. Он будет точно так же биться, как и Путин, Ну вот за смотрите, свой стул. методы политической борьбы, гуглите, там написано легальные и мирные методы. Участие в выборах и референдумов, общественные акции, митинги, демонстрации, пикеты, шествия, политическое участие, членство в политических партиях и движениях, петиции, подача и требования в органы власти, информационная борьба, распространение информации через СМИ, социальные сети, блоги, видеоканалы, работа с оппозиционными и демократическими источниками. Все, что ты перечислил, оно Подожди, дальше. Экономические методы борьбы. Бойкот государственных корпораций или частного бизнеса, поддерживающего режим. Гражданское неповиновение, бойкот, игнорирование политики, экономическая стачка. Короче, иркутские буряты объявляем экономическую стачку. Защита прав, обращения в суды, использование правовых механизмов. Нелегальные и насильственные методы. Саботаж, нарушение работы государственных и других структур. Терроризм. Использование насилия для достижения политических целей. Национальная гимназия – это политическая. Национальная бурятская гимназия в Иркутске – это политическая. Политическая цель или Конечно, образовательная? Это политическая, образовательная цель. Обязательно. Без политики не может быть. Вот, дорогие друзья, активистские. В итоге, ну, там еще есть такая акция, значит, это психологические методы еще есть. Манипуляция, использование скрытого влияния на общественное мнение, психологическая борьба, создание психологического давления на оппонента. Ну, вот я про это говорил, про то, что надо было расследовать сначала коррупционные связи там внутри этого департамента, а они там на 100% есть. Там вполне возможно, что еще и унаследованные там эти должности, там 5-10, брат-сват, там все прочее, все кумовство, это. да. Кумовство это вся, вот Головчизнина, вот это, да, вот это вот все оттуда, вот идущее вот с запада, вот это дурное влияние, да, в том числе, откуда появились вот эти всякие Головко там и так далее, у нас в Бурятии, этническое. И вот это бы расследовать надо было даже заранее. И прислать файлики, сказать, что а вот тут, дорогая моя, мы тебя, в общем, куканем, да? И мы хотим, чтобы вот у нас все-таки наша Бурятская национальная гимназия на базе конкретной школы была создана. Ну и вот посмотрели бы, как она там будет шевелиться и так далее. Но поскольку, видишь, там же просто вот так речь идет, ну, так, ни шатка, ни валка, там все прочее. С другой стороны, я понимаю, а почему законов нет соответствующих о защите бурят конкретно? Я вот всегда говорил о том, что нам вообще пофигу там, чего там хотите, какие там, значит, механизмы применяете для вот этого бурят. Видишь, сейчас же подменяет еще такую тему, и существует подмена понятий. Бурятская школа и школа на бурятском языке. То есть все, что бурятское, вот называют, да, это на самом деле русская школа на бурятском языке. Понял? А они поставили вопрос очень конкретно, четко, эти активисты. Мы хотим бурятский национальный лицей. Понимаешь? То есть они залезли вот в эту область, как раз, когда они бы хотели программу составлять. Ну, то есть бурятскую, понимаешь? Если бы они подошли и сказали, ничтоже сумняшися, мы хотим русскую школу, но на бурятском языке, может быть, ответная реакция была бы другая. Но это не убирает того природного, значит, шовинизма по отношению к бурятам, расизма, имперского шовинизма, можно его по-разному называть, который существует в Иркутске. И его там надо вытравливать вместе с его носителями. И в этом отношении, конечно, китайцы, они очень хорошую вот эту схему сделали, когда вот, то есть мы когда нашу независимую Бурятию от Енисея и Амура будем создавать, если те люди, которые захотят, так скажем, не буряты, ну и буряты русифицированные, так скажем, и бадлизированные остаться там, мы их будем прогонять через специальный центр переобучения.
так скажем, будем вот это вот вытравливать, понимаешь? Как вот китайцы делают с некоторыми народами, там вот это, мозги им чистят, так скажем, по определенным критериям. И в это тоже мы должны делать, хотя это может быть, конечно, против современных там правил и так далее, но вот что ты с такими Нет, сделаешь? надо... Как вот эту Головко, например, проучить? Ну, выучить, точнее, не проучить, я говорю, переучить. Ну, это же видно, это же в видео даже видно, ты же смотрел это видео, и там это же шовинизм из нее прет. То есть, Нет, вот, таких просто надо лишать любого общения. да, я тоже считаю, что она должна подать в отставку, короче, в Да, течение а месяца. нормально. А если она в течение месяца не поставит, надо туда подослать какого-нибудь вечно пьяного, вечно нищего буритоса с канистры керосина, чтобы он ее прочистил. Там. Все дырки прочистил этим керосином, чтобы не воняло больше. Как ты считаешь? Хорошие методы? Нет, буряту не надо засылать. А Ванюшку? Ванюшку Нет, вечно нет, пьяного ее надо алкоголика. просто убрать, и все, она не должна там работать, ты ее не перевоспитаешь, все. Это у нее уже в генах. Ага. А на ее место искать нормального человека и не из этнических бурят, а именно с бурятских бурят. Понимаешь? В эту иркутскую этническую. А что не еврея поставить, например? Тоже наши люди. Тоже страдали. Нет, так страдали все. А так может так сейчас и украинца поставить, они воюют. Так а вот поставили же, вот, Так Головко. причем это совсем... А, нет, это не то, да? Это не то Ага. абсолютно. Нет, не надо. Надо руководителем расставить настоящего бурята, который и с культурой, и с историей Ага. Бурятии на «ты». Ага. Вот. И чтобы он это все нес. А уже считаю, что дальше, развивая все это, можно туда и к ним подключать этнических бурятов в его школу. Заместителей, учителей и все прочее. Но руководитель должен быть настоящий бурят, который будет нести все бурятское. Ну вот я читаю тут комментарий, короче, тут какой-то вот Ванюшка пишет, короче, русские там принесли инфраструктуру, дороги, школы, железная дорога, заводы, рабочие места, образование, короче. Он пишет, мой дед строил железную дорогу в Монголии в конце 60-х годов. Для чего все это строили? Это Ванюшки строили под себя инфраструктуру, это колониальная инфраструктура для того, чтобы вывозить ресурсы с наших регионов и завозить вот это быдло и отребье, которое там не нужно было в хороших предприятиях экспортных. Понимаешь? И они создавали такую экономику, которая вот все отребье, вот это всех, значит, в том числе политически несостоятельных, ну, опасных, так скажем, граждан. Они русифицировали все. И все это вот отребье они ссылали в этническую Бурятию, насыщали. И это дешево было делать, потому что построили железную дорогу. До этого, кстати, тракты строили буряты. Это в нашу, так скажем, в наше ярмо входило, да, то есть в наше вот этот, в ЕСАК. Не только там пушнину отдавали за втридорога, как говорится, да, но еще и строили дороги, еще в обязанность входило вот это от самое отребье перевозить. И это все в научной литературе существует, ну, потому что индустриализация наших регионов, она частично Бурятия первая начала индустриализироваться в 30-е годы. Может быть, даже лидером в целой Восточной Сибири была. Но почему? Да потому что те большевики бурятские, они наш бурятский народ ограбили фактически. Под эту индустриализацию вытянули это золото, серебро и так далее в огромных количествах. И на это золото, серебро и покупались эти заводы американские, немецкие и все прочее. Вот какая фишка была. И потом уже после 1945 года начали активно индустриализировать, в том числе по линии среднего машиностроения, Иркутскую область, Красноярский край, Читинскую область. Она как осталась военным там этим полигоном, так и она осталась. Там толком и предприятий нет никаких. То есть в этом отношении, когда вот это все приводится, больницы, школы, так бурят не пускали в эти больницы. Вот в бурят школа была, вот в этом, в Усть-Орде. Это мой дом был. Мой, который моей семье принадлежал, который в Алое разобрали при содействии этих, как его, люмпинов, комбедовцев. Понимаешь, перевезли, там сделали школу. Да, то есть вот такие школы, что ли, русские строили. А то, что потом строили, это поднарастявшее вот это быдло,
которая размножилась, за наш счет размножилась, потому что буряты вынуждены были сидеть в колхозах, пахать за трудные дни и кормить вот это индустриальное, вот это колонизирующее, вот это массу, быдломассу, понимаешь? Ну вот они, конечно, естественно, они же со своих позиций не будут сходить. Я то же самое, когда Ванюшкам раскрывал глаза, я говорю, а вы поймите, ну ты вот пишешь, например, что ты там специалист какой-то, тебя прислали, а ты скажи мне, покажи ко мне аттестат, ты как учился, говорю, в советское время? Что ты вообще попал к нам в Бурятию. Потому что если бы ты на отлично учился в этом вузе, тебя бы никогда в Бурятию бы не послали. Ты бы пошел, например, в какое-нибудь предприятие союзного значения, понимаешь? Или остался бы там, где Где был, да. пригодился. А вот поскольку у тебя было 3-2, и ты на уровне дебила был, говорю, тебя на комсомольскую путевку и отправили, чтобы ты там глаза не мозолил. И все, говорю, и тут не надо ничего выдумывать. И, естественно, я это знаю, потому что и дед у меня работал на заводе, и мы там знаем всех. Ну, то есть я с рабочего района, мы знаем, что это за были фуфлыжники. Они вот именно те работяги, которые могли зарабатывать там 500 тысяч рублей в советское время, сдельщиками могли стать и так далее. Ну, которые бы хотя бы там голова варилась, короче. Но они предпочитали вот фуфлыжники работать на эти 120 рублей, может, 150 рублей, да, понимаешь? Бить жен своих, вот эту вот традицию вот эту продолжать быдлюшную там и так далее, плодиться, постоянно жить в нищете вот в этой. И да, и я говорю, нечего тут вам перед нами ходить и, как говорится, хвастаться, потому что, ну, кто вы, мы-то знаем. Но они пользуются, конечно, тем, что большая часть бурят сидела в колхозах, и вот они тоже, многие в 90-е годы только могли вот от этого колхозного ярма избавиться, в город приехали, и они всему верят. И вот наша задача бурятской интеллигенции как раз про это проговаривать, потому что вот то, что происходит сейчас в Иркутской области, в этнической Бурятии, значит, да, в колонизированной этнической Бурятии, вот этот вот рост шовинизма по отношению к бурятам, он вызван именно тем, что спровоцировал Путин вот этой войной, ростом шовинизма, всякие эти русские общины, 5-10, я не исключаю, что сейчас вот эти Головко и подобные, значит, натравят на этих активистов эту русскую общину, там кому-нибудь машину сожгут и так далее. Вот так будет 100%. Но я считаю, что надо этим активисткам замусориться, дойти до, значит, там всяких Бастрыкина там и так далее, и поплакаться, поныть, что вот мы, что мы так, просто так, что ли, вы нашими территориями и ресурсами владеете, а может быть мы начнем ставить вопросы в других международных организациях, типа ПАСЕ там и так далее, о том, что справедливо ли вообще распределяются ресурсы-то, потому что это земли-то наши, и мы как будто бы по вашим же вот этим всяким вещам вошли в вашу, так скажем, недо-Россию, там, да, недо-федерацию, так скажем, на добровольной основе. Соответственно, добровольно передали ресурсы. Ну что, вы нас украли, что ли? Что у вас там копеек нету для того, чтобы нам одну жалкую гимназию выделить? Понимаешь? То есть тут можно и ничтоже сумняшися, как говорится, перед всякими вот этими заговорить. Либо надо делать, вот как я предлагаю, как партия Бурятского Возрождения предлагает, наказать Головко, промыть ее, все ее щели очистить, как говорится, от скверны. И, соответственно, посмотреть, что дальше будет. Если следующее не будет соглашаться, еще раз промыть. Желательно так основательно довольно, да, чтобы так, как говорится, вот так прямо, вот так, на воздух вот так подняло, да. То есть вот такими методами нужно действовать. И я считаю, что они будут гораздо более эффективны, чем вот это вот воньканье, значит, всяких антивоенных, значит, деколонизаторских активистов в интернете, да? Ну, потому что ничего не будет работать. И мы прекрасно понимаем, что вот эти методы революционной борьбы, которые применяли в том числе большевики, они действительно работают. И я вот все жду, когда у русских проснется национальное самосознание, они начнут готовить вот эти вот как Засулич, там, например, как другие там, значит, деятели, народовольцы, так скажем. Понимаешь, генерал-губернаторов и всех сушек поменьше там и так далее. Вот я все жду. Понимаешь? Но нету почему-то такого не происходит. И не будет, понимаешь?
Потому что сдеградировала русская политическая мысль совершенно. Ладно, дорогие друзья, значит, с Ютубом мы прощаемся, потому что время у нас заканчивается, а на, значит, радиоволне оставайтесь с нами. Мы пускаем, значит, бурятскую национальную песню. Так, сейчас. Ну и вот, а мы с вами, дорогие друзья, прощаемся традиционным способом с вами. Бурятия для бурят, бурятам бурятскую власть, Бурятия от Енисея до Амура. Вот вы не являетесь до сих пор членами нашей партии, поэтому так и продолжается. Поэтому так дальше и будет, потому что нет у вас национальной идеи. Звать вас никак, и по внешнему облику вас только определяют как буряты, а надо быть бурятом в сердце, бурятам в мозгах. Бурятия для бурят, бурятам бурятскую власть, Бурятия от Енисея до Амура. Только так и не иначе. Вместе победим, сбросим иго руснявой орды, станем независимым, суверенным, демократическим государством. Бурятия для бурят, бурятам бурятскую власть, Бурятия от Енисея до Амура. Только так и не иначе. Всем пока и до новых встреч.